Всем привет, дорогие друзья, и мы в Сыктывкаре на Максаковских дачах. Привет. И с Денисом. Денис, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте расскажем вам, что у нас здесь происходит. Мы делаем баню, а в данном случае мы делаем внутреннюю отделку в бане. В прошлый раз мы приезжали, у нас здесь был пол. У нас здесь был пол вот в зоне предбанника. Открою. Да. Мы еще тогда начинали делать полы. Сейчас идет промежуточный этап. И следующий ролик мы еще посвятим уже полной красоте. А этот ролик посвящен тонкостям, скрытым работам. Это тоже важно знать, потому что сейчас мы это все дело начнем обшивать, и вы ничего не увидите. Но важно знать тонкости, как сделать герметичную и очень теплую баню. Денис, слово. Сделали утепление 200 мм, мы уже в прошлом ролике это уже говорили. 200 мм утепления базальтовой ватой. Полностью. Пароизоляция. То есть мы делали утепление пола всей поверхности бани. Но вопрос, как будет уходить вода, если мы сделали утепление? Я же здесь помылся, правильно? Вода пошла. Куда она уйдет? В утеплитель? Нет, она уйдет вот в лоток. Лоток, который сделан. В бане двойной пол. Видите? Слив. А вот, Денис, а вот пол. То есть вода проходит. Здесь внизу есть наклонная, как чаша, да, емкость, которую мы сделали. Да. Мы ее сделали из... сами собрали полностью этот пол. Гидроизоляция у нас битумная первым слоем идет. И потом еще потом еще вот эта голубая акриловая, которая используется для бассейнов. Можно ее видеть. То есть все лаги, все обработано. Вода между досками попадает сюда вниз, стекает по желобу и вон в ту дырку и уходит из бани. То есть в бане абсолютно сухо. Да? Там какая-то достаточная влажность, она проветривается. Угол наклона у нас всей плоскости идет сюда, в эту сторону, и лоток у нас угол наклона в эту сторону. Доска. Какие применяем мы доски? Доски пола? Да. Давайте, доски пола. Да. Это у нас лиственница, палубная доска. Не гниет. В воде может стоять хоть 1000 лет. Пожалуйста. Используем такую. Дальше мы пароизоляцию сделали. Да, пароизоляция в моечной и в парной. Она у нас фольгированная. Соответственно, фольгированный скотч тоже. Для того, чтобы герметично все перекрыть. В том помещении у нас не будет такой температуры, значит, у нас здесь можно использовать обычную Б-изоляцию, пароизоляцию Б. То есть там просто пароизоляция, а здесь теплоотражающая пароизоляция, чтобы тепло сохранялось. Температура здесь высокая, и должна быть долго высокая, поэтому с отражением тепла, чтобы здесь внутри было. Потолки точно так же. Да. Прошу тоже отметить. Дальше мы набиваем бруски. Это вент-зазоры. И эти бруски, они плавающие. Мало ли, какие-то микродеформации будут, мы делаем продольные пропилы и крепим. То есть они подвижные, эти бруски. То есть если вдруг баня чуть-чуть будет играть. Для чего это нужно? Здесь мы сейчас будем все обшивать еще вагонкой. Сейчас еще внимание обратим вот сюда. Да? Каждый брусок не касается пола. Это для того, чтобы предотвратить быстрое гниение. То есть, если бы он у нас стоял на полу, водичка туда попала бы, там была бы плесень потом в дальнейшем. Логично. А так как у нас вот здесь сантиметровый зазор, у нас будет проветриваться и там тоже. Это сделано только в моечной и в парной. Там этой необходимости нет. В помещении, где зона отдыха. Так, обшиваем все вагонкой. Обшиваем мы все вагонкой, осиновой. Да. Но до этого мы еще успели сделать электрику, тоже надо отметить. Да, потому что некоторые делают отделку, потом, господи, я же не сделал электрику. То есть мы вывели свет и смонтировали розетку. Да, как только мы подошли к этому этапу, мы созвонились с нашим электриком и сказали нам очень срочно, пожалуйста, надо сделать воскресенье. Да, и наш электрик прилетел сюда в воскресенье. Все нам тут провел. И в понедельник мы выходим, у нас все красота, все готово. Электрика готова и даже рабочая розетка есть.
Еще в процессе работы мы делаем здесь пологи, они будут. Я уже покажу вам в следующем видеосюжете. Вот даже двери стоят, вот это внутренняя в баню, наружная дверь. Да, окно мы поставили. Да, окно поставили, тоже надо показать. Тоже все в деревянном стиле, в едином стиле. Ничего не должно закрывать, двери тоже не должно зажимать. То есть все должно быть так. Обычно перекашивает баню, у нас все очень, ну, как сказать, все надежно. Таких проблем быть не должно вообще. А если что, приедем и поправим. Да. Печь, перегородки две. Перегородки тоже непростые. Здесь, ладно, с этим еще понятно. Здесь будет просто проем под печь. Ага. Да, потому что печь будет ставиться металлическая, обкладываться кирпичом. То есть, ну, здесь вот противопожарный. Угу. Да, вот эта часть. И с этой стороны у нас тоже вот даже отметил для себя так специально, что будет кирпич. Печь будет заканчиваться здесь, это будет кирпич. А, здесь у нас усиленно под печь. Лага. Да, у нас здесь чаще идут лаги в этом месте. Да, вот в этом месте идет лага, и вот здесь вот она примерно идет лага, чтобы усиленное место по полу, потому что масса здесь будет большая. Давайте посмотрим, как преобразилась она за очень короткое время. Как видите, преображение произошло. Уже обшили цоколь по низу сайдингом, отлив, покрасили, покрашена была, и подшита еще карнизная часть. Это тоже надо показать. Как-то лоск вот этот вот, уютность, да, появляется. Как это сказать? Она очень сильно преобразовалась в прошлой неделе. Очень ярко. Заказчик просто сзади. Блин, я думаю, вы это ощутили. В прошлый раз какая-то недоделанность еще была, процессность. А сейчас уже появляется такой конечный, почти, да, результат. Мы это только делали еще, поручни. Ну, класс. Выглядит, конечно, карнизная часть, как аккуратно подшита. Прошу отметить. Как красиво сделали перилки, да? Цоколь обшит. И все в таком шоколадном цвете. Благородно выглядит, так богато выглядит. Вот хочу сказать. Блин, ну серьезно выглядит. И розеточки уже наружнее стоят. Уже готовы. Да. Александр, вы сказали про цокольный сайдинг, а я добавлю. Ага. Давайте. Он у нас акриловый. Фирму надо говорить? Да не обязательно. Надо. Нам не заплатили, да. Акриловый — это толстый сайдинг. Давайте мы посмотрим, у нас где-то кусочек Сзади. А, вот он, да. Мы можем обратить внимание на то, какой он толщины. И что никакой град, ничто вам тут, в принципе, не страшно. Там еще ребра жесткости. Да, это довольно-таки крепкая штука. Ага. Довольно-таки именитый бренд. Играть вернуть его не сломают, да? Да, его сломать сложно довольно-таки. Так, угол тоже сайдинга сделан. Дальше мы сделали водоотливы. Отливы. Ну, еще маленько тут не доделали, это еще надо будет все зафиксировать, заделать, да. Покрасим. Брусок добавили, просто потому что у нас здесь не было, ну, не к чему было крепиться. Ага. Пришлось добавить брусочек. Его тоже обработаем, покрасим. Снизу зазор. По нескольким причинам он здесь. Первая причина — пучение грунта. Да, основная причина. Это основная причина, потому что будет пучение грунта. Мало ли грунт поднимется. Он подымется, обязательно подымется. Да, и сайдинг будет загибать, ломать. Где-то в морозное пучение оно поднимет, да, и сайдинг сломает, если мы его сделаем вплотную. Вторая причина — это вентиляционный зазор. То есть у нас должен остаться какой-то вентиляционный зазор. Потому что влага с земли идет, и эту влагу, этот конденсат надо выветривать. Если все будет герметично до земли, то вот эта влага, она будет превращаться в плесень и разрушать подполье. Плесень очень быстро съест. Какими бы вы ни пользовались антисептиками и так далее и тому подобное, она все равно это уничтожит, если будет закрыто. Круто. По покраску самих деревянных конструкций. Покрашено в 2 цвета, мы это видим, да? Это у нас темный орех. Давай, Денис, еще пару слов о карнизной части и о подшивке карниза. Потому что я-то тонкости вижу. Расскажите. Да, карнизная часть у нас начинается снизу, выходит
вот прямо сюда, да, в сторону, в ее фронтонную часть. Да, и дальше И продолжается. поднимается без каких-либо разрывов вверх. То есть никакой Уже такой маленькими частями. стыковки колхозных из кусков, как-то там треугольничком нету. есть Доски пошли, доски ушли. То есть единая картина, единая красота, без всякого колхоза там. Без Набивки каких-либо, разных да-да-да, кусков, там, кусочков. множество саморезов. То есть такого нету. Красиво ушла, пришла и ушла. Четко. Да, еще есть мелочи, вот такие тонкости у нас. Вот мы здесь сделали врезку. Это О, не просто тут накладочка. а не видно, слушай. Вот мелочи, 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 а их не видно. То есть получается вот так можно вот, да? посмотреть, вот подрезочка, да. Получается, вот здесь было вот так вот. Два бруска Да, которые запилены. Да. Зашли друг в друга. Один брусок запиленный, второй брусок запиленный в половину. Не просто они палку вошли. вставили тут на саморез. Нет, вот так вот все. Слушай, блин, молодец. Вот Но это увеличивает жесткость конструкции. Тут просто это вот философия. Это вот отношение. Вот нельзя просто так на тебе на два гвоздя. Нет, надо придумывать тебе тут. Не, почему? Можно ведь? Многие так делают. То мы заморачиваемся. Мы стараемся что-то как-то сделать красиво, качественно, чтобы люди о нас потом добрым словом вспоминали. Да, нас. да, пользоваться будут многие-многие десятилетия. Или здесь, например, смотри, одна балясина идет и пошла аккуратно вот так вот, вот стыков Мы ее нет. даже тут зашлифовали, тут все, чтобы у нас было прям классно, чтобы никто ничего не цеплялся. Да, Нет. это же основное место. Также, господа, хочу отметить, что здесь была установлена водосточная система, чтобы делать отвод воды, и сверху снегозадержатели. Для чего это нужно? Я спускаюсь с баньки, да, и чтобы снег не сошел на меня, ну, я не пострадал, не пострадала водосточная система. Это все для вашей безопасности. Это очень важно. Снегозадержатели, особенно в местах, где вы ходите, обязательно ставьте. Дорогие друзья, сейчас мы вам показали скрытые работы, которые очень важно знать при строительстве своей баньки, чтобы вы эксплуатировали ее долгие-долгие годы. Будем рады вам в этом помочь. Если что, обращайтесь. Ваша компания «Центр домостроения». Наш адрес – город Сыктывкар, улица Советская, дом 8, офис 203. Наш телефон 48 47 48. Будем рады быть и вам полезными. Все, до встречи. До встречи на консультации. Пока-пока.